Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Котенко, я аналитический психолог, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о целительной силе сказки. Все дети любят сказки, а все взрослые в своей глубинной сути – это те же дети. Поэтому сказки любят все. Кто-то открыто, как дети, а кто-то глубоко сокровенно, как серьезные взрослые. Любовь – это сила психики, которая обладает наибольшей способностью к трансформации. Поэтому любовь к сказкам способна повлиять на жизнь человека. Психологи знают, что мотивы любимых сказок часто влияют на судьбу ребенка уже в зрелом возрасте. Усвоенное в детстве дает свои всходы и плоды и определяет поведение взрослых и особенности их психики. Наши предки веками использовали такую мощную силу сказки. Прабабушки и прадедушки передавали через сказки свой жизненный опыт. Свой опыт преодоления трудностей, свое представление о мире и человеке в нем, тренировали и готовили детей, внуков и правнуков к реальным испытаниям, развивали у них фантазию и чувство юмора. Будьте уверены, ребенок вырастет здоровым, если взрослые рассказывают ему сказки. Вечерний ритуал укладывания с чтением и придумыванием сказки – основа для формирования у ребенка способности фантазировать и развивать внутренний мир. А какая у вас любимая сказка? Какая была в детстве? Какая сейчас? Помните сюжет этой сказки? Попробуйте найти в ней то, что похоже на происходящее с вами в жизни сейчас. Где вы в этой сказке? Кто вы в ней? Когда вы ответите на эти вопросы, у вас обязательно появится дополнительное. Как же вышло так, что вашу взрослую жизнь определяют детские грезы и фантазии? Ответ на первый взгляд прост. Сказки наполнены общими для всех архетипическими образами и содержаниями. Иными словами, универсальными символами, которым уже сотни тысяч земных лет. Например, почти в каждой сказке есть образ матери. Мать бывает добрая и любящая, это будет позитивный аспект архетипа матери. Но мать может быть злой и холодной, и сказки часто наделяют такими свойствами мачеху. Это уже негативный аспект того же архетипа матери. У каждого свой образ матери, свое переживание и наполнение этого архетипа. Сказка в этом случае поможет дополнить материнский образ и углубить и расширить его. Это обогащает психику и позволяет глубже переживать отношения с собственной матерью или полнее осознавать образ матери внутри собственной психики. Архетип матери можно рассматривать и более широко. Например, наша планета Земля – это мать, которая питает всех живых существ. И при этом Земля – это и общий дом для нас всех. Так можно увидеть, как архетип матери может проявляться через образ жилого дома, как место, где мы получаем приют и тепло и питание, или место, в котором остро переживаем нехватку этого. Архетипы – это универсальная категория, которые включают в себя множество различных вариантов реальности, которые практически выражаются через архетипические образы. Их огромное количество. Ограничение – только наша смелость фантазирования. Наша психика, так же как и тело, прошла долгий путь эволюции. И образы мифов и сказок – это прямой путь в глубинные психологические слои, которые формировались и эволюционировали вместе с нашими предками. Фантазия позволяет погрузиться в эту глубину, покинув привычное сознательное существование. Сказка открывает мир, в который в доступной форме объединяет образы бессознательного с сознанием. Бессознательное – это та часть психики, которая не осознается, но в которой скрыты архетипические силы. Творчество питается именно бессознательными процессами.
Все, что мы когда-то видели, слышали, переживали, хранится в кладовой под названием «бессознательное». Там же содержится наследство, которое мы получили от предков в виде их опыта и представления о реальности. Как же добраться в эту кладовую? Да очень просто. Для этого потребуется только активное сопереживание героям сказки и процессам с ними происходящим. Сказка может быть рассказана кем-то давно 1000 лет назад. Она может быть пересказана кем-то другим, наполнена фантазиями миллионов людей. У таких сказок много авторов. У кого-то один, у кого-то много пересказчиков, а у кого-то и вообще нет авторства. Они так и называются – народные сказки. А что, если решиться на эксперимент и придумать свою собственную сказку? И стать автором? На днях я так решил сделать. Да и думаю, напишу свою сказку. Была не была, сел писать. Не знал я, о чем писать буду, но точно знал, что начать нужно с «жили-были». И это я вам хочу сказать волшебные слова, сказочные. После этих слов все само и произойдет. Главное не останавливать себя. Ошибки в тексте уже потом поправить можно. Позвольте появиться герою, и он начнет действовать. Придумайте задачу, которую он стремится решить, и помогите ему в этом. Позвольте развернуться вашей фантазии, и вы, уверяю вас, будете вознаграждены. Сказка – это фантазия, творческий продукт бессознательного и сознания. Обычно здоровая психика при появлении задачи, требующей решения, или внутреннего душевного конфликта, может сообщить нам о возможном способе разрешения с помощью сна. Но не все помнят свои сны. Еще меньше людей обладают даром толкования сновидений. Сказка в этом случае может прийти на помощь. Как бы вам хотелось решить задачу? Или как вы ее решили? В сказке возможно все. Доверьте решение вопроса сказочным силам, и они сотворят чудо. Наша психика содержит в себе уникальный механизм исцеления – самовосстановления. Если к вам, к примеру, в палец попала заноза, достаньте ее, обработайте рану и наблюдайте чудо регенерации. День-два, и вы уже не вспомните о занозе. Так же работает и сказка. Она позволяет в виде образа достать из психики проблему, сделать ее видимой, осязаемой и предложить свой вариант трансформации. В итоге вы сможете решить свой вопрос, а психика перестанет тратить силы на восстановление травмированной части. Рассказать себе свою сказку значит дать себе шанс на восстановление. Когда я закончил свою историю, как и принято словами «и жили они долго и счастливо», я испытал радость и освобождение. Светлая детская улыбка озаряла мое лицо. Много раз я перечитывал свою сказку, радуясь разрешению давней истории. И как же это приятно поделиться своей сказкой с друзьями.